Самые яркие образцы туркменского искусства, от народных песен и национальных инструментов до классических произведений. Все это – программа гала-концерта в Китайском национальном оперном театре в Пекине, посвященного закрытию Года культуры Туркменистана в Китае. Для нас этот визит, эта поездка, этот концерт очень важный, так как закрытие Года культуры Туркменистана в Китайской Республике. И нам бы хотелось, чтобы китайская публика запомнила этот концерт надолго. И в связи с этим мы тщательно выбирали и программу, и исполнителей. Во время концерта артисты подготовили особый сюрприз для местной публики, исполнив песни на китайском языке. В этом году Туркменистан объявил годом международного мира и доверия. И у нас неоднократно проходили в Туркменистане концерты. Каждый певец, популярный певец, должен был спеть какую-то песню на языках дружеских стран. И мне выпала честь, большая честь, спеть именно на китайском языке. И вот эта песня про маму мне очень понравилась. Конечно, мы и туркменский выбрали песню, но когда зритель понимает язык, для него еще приятнее слушать и наслаждаться музыкой. Поэтому мы надеемся, что китайской публике понравится наш сегодняшний концерт. Всего в рамках концерта прозвучали больше 20 произведений туркменского искусства. Хотя большинство китайских зрителей не понимают туркменский язык музыки понятен без слов. Хотя Туркменистан был для меня незнакомой страной, благодаря этому мероприятию я смог узнать о его плодородных землях, великолепных пейзажах и уникальном национальном искусстве. Эта культурная программа открыла для нас окно в Туркменистан и стала поистине уникальной возможностью для знакомства с его культурой. В рамках Года культуры Туркменистана в Китае прошли разные мероприятия, концерты, выставки и другие. Многообразные культурные сокровища, такие как поэзия Махкундуль, традиционное каврат-качество, мелодии Дудара и прочее, стали мостом взаимопонимания между народами двух стран. Ван Шицей, Ван Инрей, CGTN, Пекин.